Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Уже на следующей неделе в нашей республике пройдут выборы в Госдуму, дополнительные выборы в Илтумен и муниципальные выборы. Программа насыщенная, и сегодня мы поговорим о легитимности выборов, о работе избирательных комиссий, общественных наблюдателей с председателем Общественной палаты Якутии Николаем Бугаевым. Добрый вечер, Николай Андреевич. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Давайте сначала более подробно поговорим о том, все-таки кого будут выбирать, где и когда. Да, перед нами стоят очень большие выборы будут. Мы будем выбирать не только депутатов Государственной Думы, но и у нас пройдут в некоторых районах выборы глав муниципальных районов, это в Жиганском и Булунском районе. Будут дополнительные выборы депутатов Илтумен, это по университетскому округу и Колыма-Нигерскому округу. Также будут 4 выборы депутатов муниципальных собраний, это в 4 районах будет всего. И также будут выборы по наследственному уровню и дополнительные выборы депутатов муниципальных собраний районов. И получается, мы будем выбирать 237 депутатов. В общей сложности? В общей сложности, да. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 235 0502. Ну вот голосование будет идти в 3 дня, да, с пятницы по воскресенье, получается. Это уже не в первый раз такое. Вот насколько такой вариант вообще себя зарекомендовал? Ну, помимо того, что можно соблюсти дистанцирование, там в любой день проголосовать. Вот. Да, ну вот это решение пришло, оно не сразу, это вот появляется в качестве развития нашей избирательной системы вообще. И есть неплохая международная практика, это в таких странах, как Франция, Швейцария, Норвегия, Канада, происходят тоже выборы, можно до основного дня проголосовать. Вот, если говорить, даже вот был такой случай, когда в одном кантоне Швейцарии проголосовало более 90% досрочно. Вот. Ну и, конечно, это ответ на те вызовы, которые идут сейчас сегодня в нашем глобализованном мире. Это, конечно, вот из-за пандемии надо было сделать так, чтобы люди спокойно голосовали, и они не было такой скученности, да, чтобы люди могли спокойно проголосовать и дать, воспользоваться своим избирательным правом, не рискуя, скажем так. И опросы показывают, что более 60% они увидели, что это очень удобно. Ну и с такой выборы у нас идут осенью. А сейчас как раз время... Сезон закрывается, картошку копать, там да. все такое. Поэтому это удобно, можно в любой выбранный день пойти проголосовать. И это показывает то, что государство делает все, что для того, чтобы человек свое избирательное право использовал. А у нас, кстати, больше досрочно голосуют или все-таки в основной день голосования приходят? Вот если смотреть по прошлым выборам, то все равно основной день голосования, он остается, больше всего людей приходит на основной день голосования. Ну, потому что и реклама везде идет, что выборы 19 сентября, единый день голосования. Да, у нас люди, конечно, тоже. Ну, я, например, голосовал в прошлый раз, когда у нас были выборы мэра города Якутска, успел проголосовать в пятницу, потому что я был сам тоже наблюдателем на участке. Вот, кстати, про наблюдателей. Когда было принято решение, что наблюдатели должны принимать активное участие в выборах? Было принято это решение еще, пришли к этому в 2017 году, что не только вот наши кандидаты или партии могут назначать наблюдателей, но и Общественная палата. И Общественная палата регионов, и Общественная палата России могут назначать наблюдателей. Мы впервые в 2018 году на выборах президента это было, и более 248 тысяч наблюдателей было по всей России. И, вот помните, вот мы голосовали за поправки в Конституцию, там уже было более 548 тысяч наблюдателей по всей России. В этом году планируется, что от Общественной палаты по России будет более 250 тысяч наблюдателей. А кто чаще всего хочет наблюдать за итогами голосования? То есть там, молодые люди или люди старшего поколения?
или это просто активные люди? Да, вот очень интересный вопрос. Вот мы этим летом увидели, что вот общественность Якутии, она в такие трудные времена, когда вот пожары, например, были, да, они очень быстро расплачивается. Вот, если же говорить об нашем портрете общественного наблюдателя, то это, как правило, он общественник, он или член общественной организации, или, как правило, профсоюза, человек, который активный, с активной жизненной позицией. Вот. Это, как правило, если говорить мы так посмотрели на возраст, это обычно возраст от 18 до 25 или после 40 лет. Вот, вот эти люди, они охотно идут на наблюдение. И то, что они могут быть наблюдателями не только от общественной палаты, но и бывают наблюдателями от партий или от кандидатов самих. Ну, тогда, конечно, человек сочувствует там какой-то партии. Да, если кто-то вот является или членом партии, или болеет за своего кандидата, он идет наблюдать. Тем более я сказал, что у нас выборы по другим на муниципальном региональном уровнях будут в 29 районах, поэтому здесь мы сегодня видим, что очень активно идет процесс вот, наблюдения. Ну вот, а сколько у нас будет наблюдателей задействовано на предстоящих выборах? В Якутии я имею в виду. Это вот мы, конечно, самый большой регион по площади. Да, вот, например, если говорить о общественной палате, то у нас будут наблюдатели все 3 дня по 2 человека на каждый избирательный участок. И вот. на всех выборах? Да, ну вот на каждом избирательном участке. У нас 794 избирательных участка постоянных и 28 у нас временных. Вот на всех будут наши наблюдатели. То есть ваши наблюдатели будут везде? Да, сейчас у нас цифра составляет, вот сегодня вот на данный момент 2112 человек. Вот, но эта цифра у нас меняется. Вот, к сожалению, у нас вот, цифра большая, 2000, там кто-то заболел ковидом, кто-то там, кого-то там кто-то переехал, поэтому мы каждый день у нас меняется, но к понедельнику, вот, когда мы должны за 3 дня до выборов направить наше направление, то уже у нас будет известна цифра. Ну, примерно это будет 2100 человек от общественной палаты. Я знаю, что очень активно работают тоже парламентские партии. Вот, у 2 парламентских партий, например, есть свое мобильное приложение, которое они создали специально для выборов. У них будут наблюдатели на всех участках. А также мы работаем вот с теми партиями, которые не попали в парламент. Мы соглашение подписали с 4 партиями. И, например, вот подготовили, совместно готовим наблюдателей. Мы уже провели обучение для них. И это будет тоже примерно вот 400 человек. И получается, ну, примерно у нас цифра будет больше 5000 человек на Якутию. А вот, кстати, обучение, как оно проходит, как долго оно длится? Обучение мы начали еще 20 марта этого года. Да, и успели в 28 муниципальных районах побывать вживую. Вот, потом, в связи с ограничениями, которые были, с ужесточением ограничений, мы начали обучать Дистанционно? Дистанционно, да. Сейчас мы, да, обучаем. Ну, понятно, что кто-то вот переехал, кто-то уехал, кто-то вот забыл про все с весны, да. Поэтому сейчас идет у нас переобучение. Ну, это как? Это день? Или это там час лекцию послушать? Или это вот полгода прям? Ну, на самом деле у нас вот есть так называемый золотой стандарт. Это вот более 50 пунктов содержит. Например, от того, что вот проведена ли дезинфекция, есть ли у членов участковой избирательной комиссии вакцина? Нет, маски, да, перчатки, есть ли дезинфекция. Вот, начиная от этого, заканчивая вот крайним днем голосования, когда идет уже подсчет голосов. Как, в каком виде, ну, на что смотрят видеокамеры, вот, как устроены сейф-пакеты. Очень много вот этих. То есть вот этот золотой стандарт, он помогает наблюдателю фиксировать все нарушения и вообще ход кампании. А кто угодно может стать наблюдателем, если захочет, или какие-то требования есть? Наблюдателем может стать любой гражданин с активным избирательным правом.
Ну, то есть от 18, соответственно, Да, лет? от 18 лет. И, ну, есть ограничения. Это, например, не могут стать наблюдателями у нас выборные должности, депутаты, глава региона не может стать наблюдателем. Если бы захотел. Даже если бы захотел. Прокуроры не могут стать Вот чего он не наблюдателем. может. Да. Вот, судьи не могут стать наблюдателем. И главы муниципальных образований, главы наследов и лица непосредственно им подчиняющиеся. Они не могут быть наблюдателями. А, подчиняющиеся тоже? То Тоже. есть не один Муниципальные служащие не могут. муниципальный служащий или Да. госслужащий Да, не, не- может, не могут. не может, да, быть Да. наблюдателем? Понятно. А вообще желающих больше, чем самих наблюдателей? Или вы за кем-то ходите и уговариваете? Ну, пожалуйста, посиди. Ну, вот если говорить о А в вашем прошлом году, когда была Конституция, то голосование по Конституции, там субъектом были только общественные палаты, и только общественные палаты набирали наблюдателей. Сейчас у нас, конечно, чувствуется вот эта некоторая конкуренция. Вот, я это не скрываю, потому что люди, которых мы подготовили весной, их некоторые товарищи ушли к другим партиям. Вот. Ну, мы это... то есть вы их научили, а они пошли за... Они уже пошли готовые, перешли к Пошли. нашим партиям. Ну, нам не жалко, скажем так, да. Это наш вклад в то, что... Потому что именно вот у наблюдателя, будь он от партии, от кандидата или от общественной палаты, есть единые все-таки принципы. Вот, чтобы это было все честно, открыто и чтобы везде восторжествовал закон. Вот, поэтому у нас случай, ну, есть такое, что вот ушли в другие партии, но мы этому рады и сейчас вот донабрали определенное количество, скомпенсировать тех, кто ушел. Понятно. А какие у них есть полномочия? То есть что они должны сделать, если увидели нарушение? Вот наблюдатель – это человек, который наблюдает. Да. Он имеет право находиться на избирательном участке, он имеет право наблюдать за ходом выборов, имеет право ознакомиться со списком наблюдателей. Вот, если происходят какие-то нарушения, то он может обращаться и в вышестоящую участковую избирательную комиссию, избирательную комиссию, либо непосредственно в суд. Вот. Ну и у нас будет работать горячий телефон, будет работать у нас штаб общественного наблюдения, то есть и будет у нас юридическое сопровождение, у нас будет работать также приложение в телефонах от независимого общественного мониторинга. Поэтому мы своих наблюдателей обучаем, но не оставляем их один на один С возможными нарушениями на участках. там и так далее, да? У нас идет это сопровождение. Более того, мы вот горячий телефон наш, горячую линию тоже будем, Но она будет работать, да, и вы будете все 3 дня. консультировать Да. все 3 дня. А вот массовые видеонаблюдения же сейчас везде устанавливаются, то есть, несмотря на это, все равно нужны живые наблюдатели, да, получается? Вот. Мало того, что да, вот по видеонаблюдению можно сказать, что у нас видеонаблюдение у нас будет в Якутии на 277 избирательных участках, которые охватывают больше 68% населения. Вот, это где есть такая возможность. То есть не везде. Наблюдатели живые везде, а видеонаблюдение не везде, получается? Нет, это будет видеонаблюдение, которое будет онлайн транслироваться для партий, для кандидатов, для избирательной комиссии и для вот нашего центра общественного наблюдения, который будет у нас находиться на Курушева, 24. В остальных участках везде будет видеонаблюдение, которое будет фиксировать, но не будет трансляции. Вот. Но понятно. фиксация будет. В течение 3 месяцев можно будет посмотреть вот эти записи. Вот. Если там какие-то вопросы, еще можно это будет делать даже до 1 года. Вот. То есть все возможности есть. А онлайн, получается, могут наблюдать не все. То есть, нет такого, чтобы... Онлайн, да, это, во-первых, это очень дорого было, вот, когда вот это делалось. Во-вторых, во всех регионах, 85 регионах, федеральной территории Сириус и в Общественной палате Российской Федерации будут центры видеонаблюдения. Вот у нас оно будет находиться на Курашова, 24. Вот, я про него потом расскажу еще. Хорошо. А если, вот, допустим, я не наблюдатель, а избиратель, пришла на участок и
вижу какое-то нарушение, ну или мне кажется, что это нарушение, да, я должна куда пойти? К членам этого УИК или наблюдателя искать? Ну, какие бывают, например, вот люди, например, думают, что их фамилию неправильно написали, да? Ну, вот особенно это иногда бывает с нашими гражданами, которые приехали из других регионов и стали гражданами, да? Вот, ну, со сложными фамилиями бывает такое, там, может быть, с национальными фамилиями. Бывает такое, что неправильно написали фамилию. Вот. Здесь, значит, сразу надо обратиться к председателю комиссии, и вот они необходимые изменения сразу вносят, и как бы две подписи там ставятся, там уже это не является, например, нарушением. Вот. А если какие-то что-то заметили, можете, конечно, обратиться и к нашему наблюдателю, или вот к члену избирательной комиссии самой. То есть все равно кому, да? Либо позвонить нам на горячую линию. Горячую линию. А как будет проходить голосование в отдаленных районах? Вот в Арктике? В отдаленных районах, кстати, у нас уже голосование идет с конца августа. Вот, и до 16 сентября вот, по тем участкам, которые были определены муниципальными нашими образованиями, вот, вы знаете, что летают вот вертолеты, на вертолетах члены УИК уже сейчас летают. Как раз сейчас, кстати, я хотел бы передать привет Лене Павловне Ефремовой, члену Общественной палаты Российской Федерации. Она находится сейчас в Булунском районе. Вот, наверное, сейчас в Тикси? в Тикси, да. И вот у нее там запланирован тоже облет оленеводческих бригад, где она будет выступать как наблюдатель. Ну, получается, что у нас, наверное, одни из самых дорогих выборов по организации в нашем регионе. Очень, если так. ну, выборы, вообще процесс очень дорогой и сложный. Ну, а тут еще за оленеводами летать. Да, но у них, у каждого человека есть избирательное право, и оно должно быть использовано. Вот поэтому здесь, конечно, но сейчас вот добавляются новые технологии. Вы знаете, что в некоторых районах у нас есть дистанционное электронное голосование. Я считаю, что за ним будущее, мы все равно к этому перейдем. Когда вы с любой точки можете зайти через госуслуги и проголосовать. Ну вот, кстати, да, госуслуги Вот же, они у это- всех есть, там довольно, ну, как бы защищенное твое. Это почему нельзя прям там проголосовать? Это очень удобно, да, но сейчас у нас, например, подключены к высокоскоростному интернету 88% нашего населения в республике. Вот, но есть у нас еще те населенные пункты, где нет хорошего интернета. Ну, чтобы галочку поставить, это же не надо прям супер быстрый интернет. Но все равно надо зайти на Ну, госуслуги. зайти, Поэтому, авторизироваться. поэтому я думаю, что жизнь идет, и вот технологии приходят в нашу жизнь. Я думаю, что вот это через некоторое время мы уже будем к этому готовы. А наблюдателю положены какие-то плюшки за то, что он наблюдатель? То есть вот он же жертвует своим временем, да, личным, своим именем, честным, Да. А вот что-то они получают, там, я не знаю, чай с сахаром, шоколадку, дополнительный выходной. Вот, кстати, да, вот, например, вот у доноров, да, есть такие Да, гарантии. да. Вот сдал кровь, выпил чаю, получил Шоколадку и выходной. И выходной получил, да. Но мы вот этот вопрос уже ставим второй год, вот, и нашей общественной палаты, что у нас, к сожалению, наблюдатели никак не защищены. Вот, хорошо, вот есть, когда есть работодатель, который идет навстречу, ну, большинство у нас, они идут навстречу, но, конечно, хотелось бы, и мы, общественная палата, будем работать над тем, чтобы вот наши наблюдатели были защищены и какие-то гарантии для них появились. Потому что вот, сейчас наблюдатели идут как бы на голом энтузиазме, поэтому хотелось бы, чтобы они были защищены и законом. Вот. Пока, к сожалению, вот этого нет. А партия имеет право своим наблюдателям платить? Да, они имеют право со своих избирательных счетов платить наблюдателям. А вы нет? Или у вас просто денег нет? Ну, у нас есть Ну, у вас же общественная организация. общественная организация, да, у нас есть Не предусмотрено, благодарности, наверное, на это. мы можем благодарности направить, да, благодарности от общественной палаты, от общественной палаты Российской Федерации, вот, то есть Ну, пока письмо выходим. в рамочке. Да. Понятно. А будут ли зарубежные наблюдатели? Вот не секрет, что в России выборы вообще приковывают внимание многих стран, и вот
не знаю, интересно, в Якутии Да. зарубежные наблюдатели будут? Ну, если говорить по России, то действительно у нас будут зарубежные наблюдатели из разных стран, из стран Западной Европы, из СНГ, стран-партнеров наших. И примерно будет, насколько мне известно, более 500 наблюдателей на Российскую Федерацию зарубежных. Вот. Ну, Ну, в Якутии, наверное, ни одного не будет. в Якутии пока мы такой информацией не располагаем, что к нам приедет кто-то. Но, возможно, они могут приехать, мы будем рады их видеть, конечно. Ну, вот вы сами сказали, что были наблюдателем и на последних выборах, и, наверное, и до этого не раз были. Вот, расскажите что-нибудь. Да, я вот еще Интересное. Когда вообще первый раз со пошли студенческих наблюдать? времен. Со студенческих времен. Да, это уже было лет 20 назад, оказывается. Ага. Вот, я был наблюдателем от партии в то время, да. Этой партии уже нету. Вот. Ну, был такой интересный момент. Вот на последних выборах, которые были, был такой случай, когда идет подсчет голосов, и человек, который считает голоса, она дошла до 80 и перешла на якутский язык. И пришлось нам заново подсчитывать. Вот. И потом на второй раз тоже, потому что там было очень много наблюдателей нас, мы все подружились, но все равно вот как бы человек он волновался и Автоматом перешел на переходил родной язык. на родной язык. Да, вот такое тоже было, но мы спокойно все пересчитали, и у нас все было на участке нормально. Понятно. Но вот все-таки вы сказали, что вот вы, бывало такое, что наблюдатели обучали, они потом перешли там в партию, да, куда-то. А вот, или к кандидату, может быть, да, перешли. Вот все-таки какими бы ни были профессионалами наблюдатели от партии кандидатов, они же все равно в первую очередь смотрят за соблюдением интересов своего кандидата и своей партии же, правильно? Вот, то есть вот в таком случае как? Вы с ними будете сотрудничать или конкуренция какая-то между ними бывает? На самом деле это зависит от людей. Вот, мы всегда говорим своим наблюдателям, когда вы приходите вот до 7:30 на избирательный участок, первое это вы даете вот направление председателю комиссии, и второе, значит, знакомитесь со членами УИК, и потом знакомитесь сразу с наблюдателем, потому что вы вот в ближайшие 3 дня будете вместе работать. Вот. И, как правило, редко бывает такое, чтобы вот какие-то неприязненные отношения были, потому что наблюдателям надо еще решать, кто поедет с избирательной урной. Вот, даже вот они могут, скажем так, иногда вот друг другу довериться и как-то на 10-5 минут выходить, например, да? Такое тоже, например, бывает. Поэтому здесь зависит от людей. Вот мы, например, как я уже говорил, не видим конкуренции с партийными наблюдателями. Чем больше наблюдателей, чем больше людей следит за тем, чтобы выборы были честными, чистыми, тем лучше для страны, для нашего государства в целом. Ситуационный центр, вот у вас есть общественные палаты, и этот ситуационный центр будет работать во время выборов все 3 дня, да? Вот что он будет делать? Это, я так понимаю, тут горячий телефон, да, про который вы говорили? Нет, это не только. Да, это не только горячая линия. Вот это вот центр видеонаблюдения, он будет у нас находиться на Курашова 24, на 6-м этаже. 16 сентября у нас будет открытие, и 17 числа, 17, 18, 19 круглосуточно с 6 часов утра, потому что у нас есть арктические районы, которые живут в другом часовом поясе. В другом часовом поясе, поэтому с 17 числа, с 6 часов утра он будет работать, там будет дежурство, вот, там будут экраны, большой экран, где будут выводиться вот из всех 277 УИКов видеосигнал. Там дополнительно будут 20 компьютеров стоять, где вот на 20 компьютеров можно прийти поработать, посмотреть, можно перемотать, послушать запись звука, тоже ведется. Вот, там будут все у нас условия. Это будет со стороны антитеррористической защиты, ну и, конечно, защита от коронавирусной инфекции. Зал очень большой, больше 400, почти 500 квадратных метров, высокие потолки, вот, обработка там будет проходить. И условия мы тоже сделаем, чтобы там был и чай, и кофе,
чтобы люди круглосуточно могли приходить и смотреть, вот, наблюдать за выборами, как они проходят. А вот те люди, которые на дому голосуют, к ним наблюдатели приезжают? Да, на дому приезжает вот перед тем, как, кстати, вот с сегодняшнего дня можно сделать заявку на домашнее голосование до 14 часов в воскресенье. А кто имеет такое право? Это имеют право те люди, которые не могут ну, по тем или некоторым причинам прийти на выборы. Например, это может быть человек, который болеет, там, ногу сломал, человек, который ухаживает за ним, тоже может такое сделать. И выбрать время. Или там, допустим, мама новорожденного ребенка может? Да, может. И вот тогда уже наблюдатели на месте будут решать, кто может выехать. Вот. Они вот решают. Они между собой решают, между кто собой поедет? решают, кто поедет, да. Но а человек, когда он и в доме, ну, сейчас, возможно, вот некоторые люди не захотят, чтобы кто-то, ну, кроме вы зашли, чтобы, ну, много человек, мало ли чего может случиться. Поэтому здесь человек может сказать, чтобы зашли только с урной. Вот, а наблюдатели будут тогда остаются. Но если он не против, то наблюдатели зайдут с ними. Очень часто говорят об активном внешнем вмешательстве в грядущие выборы. Могут ли быть такие попытки в Якутии? Да, это не секрет. Вот мы участвовали во многих круглых столах, где вот мы знаем, что у нас в странах Балтии, на Украине созданы центры, большие центры. Вы знаете, что и наши партнеры, Соединенные Штаты Америки, например, говорили о том, что Россия все время вмешивается в их выборы, да, и поэтому у них даже создано киберкомандование, которое тоже имеет определенные планы по тому, чтобы работать на наших выборах. Поэтому здесь ну, очень много будет защита наших электронных серверов. Такая работа будет вестись. И ну, мы надеемся, что таких эксцессов у нас не будет, чтобы вот наши серверы все это выдержали. У нас хорошие программисты, вот, и достаточно хорошие системы защиты. Некоторые партии набирают волонтеров для борьбы с фейками на выборах. Вот какие это могут быть фейки? Ну вот фейки, есть такие фейки, которые идут с выборов на выборы. Например, вот это исчезающие чернила. Вот. Все время говорят, у них там закупили, подсунули лежащие чернила, но сколько мы выезжали, ни разу я таких чернил не видел. Вот. Например, вот такие фейки есть. И вообще сейчас очень много, кстати, вот идут фейков. Вот и в ТикТоке, например, были вот недавно вот фейки в отношении одного из кандидатов. Идут очень много фейков по WhatsApp, поэтому с этими фейками, конечно, надо бороться. И здесь я, кстати, хочу поблагодарить наш ЦУР, который вот Центр управления регионом, который очень оперативно действует на фейки и вот показывает настоящую информацию, которой можно доверять. Я вот призывал бы людей тоже доверять той информации, которая идет от официальных источников. Вот вопрос из WhatsApp. Буду в отпуске в Турции, но проголосовать хочу. Могу ли я это сделать заранее? Что мне для этого сделать, если уже билеты? В Турции будут открыты участки для голосования, и там можно непосредственно в Турции, если, ну, конечно, это... Если это большой город? Это большой город, если это вот Стамбул, Анталия, то там вполне можно проголосовать. Но сейчас вот досрочного голосования, которое вот было, сейчас пока вот такого нет. Досрочного нету? Нет, да. Понятно. Очень часто перед выборами средства массовой информации, политологи рассказывают об интернет-голосованиях на разных там площадках, зависимых, независимых. Вот как вы считаете, можно ли эти результаты считать отражением мнения общества? И чьим анализам можно доверять? У нас же много этих... У всех вот социологических исследований должна быть выборка, там специально есть наука социологии. Вот у нас социологические исследования, это, например, ведет у нас ЦИОМ, ФОМ, да, Центр, им вполне можно доверять. А вот то голосование, например, которое идет в интернете, на каком-то сайте, там, во-первых, очень много возможностей там добавить голоса,
уменьшить голоса. Даже это не организаторы могут сделать, а боты могут это сделать. Поэтому здесь я бы не стал доверять вот тем электронным голосованиям, которые идут на незащищенных серверах, например, сайтах. Давайте поговорим о партийных представителях на выборах, потому что в этот раз же партий очень много. Да. Вот они все там будут? Нет? Ну, по партии у нас 14 партий Да. и 19 кандидатов. Ну, на эти выборы, например, если смотреть, я... Ну, это просто если от каждой партии 14, значит, партийных, 19, потом ваши еще наблюдатели общественные. Да, поэтому за 3 дня должны вот партии, кандидаты и общественная палата направить списки в комиссии, чтобы вот, ну, чтобы там были у нас условия. Вот. И мы уже в понедельник уже будем примерно знать, сколько у нас будет наблюдателей на участках. А как вы думаете, все ли группы населения могут найти представителей своих интересов среди предложенных кандидатов? Я думаю, что все, например, если говорить о зеленых партиях экологических, их у нас, например, тоже 2, да? Если вы говорите о социальных партиях, их тоже у нас несколько. Коммунистических Вот, 2, по-моему. Коммунистических тоже 2. Ну, то есть каждый человек может посмотреть, ознакомиться с программами партии и проголосовать за ту партию, которая ближе к нему всего. Вот, и очень интересно, что если вот, ну, я сам политолог, люди вот у нас некоторые очень интересные ситуации, когда люди, например, голосуют по партийному списку там за левую партию, а по одномандатнику, например, за того, которого они лично знают, или там за представителя там правой партии. Это тоже интересно, например. И вот еще такой вопрос. Бывают ли попытки давления на общественных наблюдателей? Ну, как я уже сказал, у нас есть юридическая служба. Вот. Я, например, вот с такими попытками давления не сталкивался. Но бывает такое, что иногда на выборах вот некоторые члены УИК, они начинают, ну, когда вот идет съемка все время, да, они, у них нервы начинают, скажем так, ну, это обычно молодые члены ВК, у них нервы начинают не выдерживать, вот, и могут там нагрубить. Вот. Ну, мы на это реагируем и уже говорим, чтобы все действовали на основании закона. Вот. А такого, чтобы на давление было наблюдать, чтобы вот сказали, вот, выйдите, такого никогда вот не было. Ну и, наверное, не будет, потому что это чревато. А происшествия часто вообще бывают, которые наблюдатели фиксируют? Происшествия, да, бывают. Вот, бывают события. Вот, нельзя говорить происшествия или нарушения, когда мы еще не дали правовой, скажем, не правовой статус. Да? Ну, что показалось, что что-то не так, скажем, Да. скажем Ну, так. такое, конечно, бывает, потому что у нас... Часто? И поэтому и нужны наблюдатели, чтобы знать, это является ли нарушением или нет. Например, мы на прошлых выборах, которые были здесь, ну, в Якутске, я сам был наблюдателем, у нас была мобильная группа, она выезжала более 12 раз по городу Якутску. Вот. И нарушения было 2, вот, которые вот были нарушениями настоящими. Вот. А остальные были вот теми происшествиями, которые были просто приняты за нарушение. То есть определяется это потом? Да, определяется это потом. Ну, и чаще всего, наверное, это в Якутске, потому что тут избирателей больше, да? Бывает. Ну, у нас и в пригородах такое бывает, да. Например, у нас была такая информация, что идет вынос бюллетеней. Казалось, что это не вынос бюллетеней. Это было то, что выездная бригада выехала на домашнее голосование, на голосование на дому. Вот. Это как в старом анекдоте, вот, не выиграл, а проиграл. Не Волгу, да, То а есть Жигули, да. не вынос, а внос, да? Да, там было, ну, не было там нарушения, на самом деле. Мы вот выехали и быстро написали об этом. Вот. Сейчас у нас есть регламент, как мы будем работать, как будут наши мобильные бригады будут работать. И очень большую помощь нам оказывает вот, независимый общественный мониторинг, который является, ну, штаб-квартирой в Москве, но они нам очень помогают, и мы с ними вот тоже держим связь. И у нас есть очень сильные электоральные юристы, которые у нас будут работать вот эти 3 дня.
Но вот вы сказали, что будущее за электронными все-таки сервисами, тогда в этом будущем уже не будет места наблюдателям общественным? Или что станет с этим институтом? Нет, сейчас вот институт общественного наблюдения за электронным голосованием уже формируется. Это не в нашем регионе, например, в Москве. И там вот сегодня вот наши коллеги из Общественной палаты получили ключи от электронного голосования. То есть это все равно будет, и все равно вот Россия, она выбрала тот путь, когда выборы идут открыто и не за закрытыми дверями, например, как в Польше. В Польше, например, там закрывается, никого не пускают и сами считают. Вот, у нас открытость. У нас, например, как и в Норвегии, в других странах выбрали вот такой путь открытости. И я думаю, что все равно наблюдатели они будут. И вот то, что я говорил, чтобы у наблюдателей было больше прав и больше гарантий, мы над этим будем работать совместно с Общественной палатой Российской Федерации. А вот это вот то, что говорят, ваш голос будет украден. Ну, я вот этим всем людям всегда говорю, приходите к нам наблюдать, еще время есть, или идите в партии, или кандидатом, станьте наблюдателями, посмотрите один раз, как вот все это делается. Это очень интересно. Вот хотя бы один день посмотреть, первый день, например, в пятницу быть наблюдателем, как хранятся у нас сейф-пакеты. Это очень все записано, все везде фиксируется, везде камеры там. Ну и сейчас ответственность очень большая. Я не знаю, кто бы там взял на себя ответственность, чтобы что-то сделать на участке. Вот. Там столько глаз смотрит, столько видеофиксации. Вот я не знаю, как это сделать, например. Кто на это будет способен вообще. Вот. Но все равно мы будем этим наблюдать, поэтому и чем больше наблюдателей, чем у нас будет лучше. Ну, хорошо, наш выпуск подходит к концу. Спасибо за интересную беседу и надеюсь, что якутяне будут активно выражать свою гражданскую позицию и придут на выборы. Это была программа «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Встретимся по будням 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Спасибо.